Всем привет! Я Токторова Ранеля. С 18 лет веду этот канал. Считай, четвертый год пошел. За это время количество моих подписчиков возросло, а вы обо мне толком ничего и не знаете. Давайте это мы сегодня исправим. В настоящий момент я учусь в Кыргызском национальном университете. 4-й курс. У меня есть неделя, чтобы побыть полноценным студентом, потом уже все. После моего видео ОРТ, наверное, все уже знают, как правильно выбрать профессию. Я сделала выбор сама и, прикиньте, не пожалела, я уже заканчиваю. Что это за профессия? Первый раз о таком слышу. Что по итогу будешь туристом, что ли? Гостиничное, ресторанное дело, турагент, туроператор, гид. Все, что связано с путешествиями, это как раз-таки моя работа. За время учебы нас 2 раза отправляли в Турцию на работу и стажировку. В общей сложности, если посчитать, 1 год я там прожила. Канал кишит этими видеороликами. Если вдруг станет интересно, конечно, заходите, посмотрите. Я работала, начиная с помощника официанта, батлера, на яхте работала, ассистент guest relation, это как ресепшн. И вот я здесь заканчиваю университет с полным багажом знаний и опыта, чем я только не занималась. Ораторское искусство, кулинария, работала фотографом 6 лет, ходила на фортепиано, хор, сольфеджио, участвовала в городских конкурсах, пению, танцы, гимнастика, бег, плавание, макияж. Это все про меня. Окей, всем этим я занимаюсь по сей день. Ваша Ранеля любит читать книги и рассуждать о жизни. Что, собственно говоря, я еще и снимаю на камеру. Вдохновить кого-то, когда ты специально идешь туда, хочешь какой-то смысл, показать всю себя, одним словом. А они 0 реакции. Что я делаю на ютубе, мои дальнейшие планы. Мне хочется помочь вам узнать то, о чем в основном молчат многие. О психологии денег, о психологии людей, о социальных сетях, и также о жизни. Жить можно легко и на расслабоне. Куда я двигаюсь по жизни, я вам это тоже расскажу, потому что, мы просто плюс-минус, мы должны двигаться, плыть в одном направлении. Хотя, честно говоря, многие бы сказали, что туда-сюда. Я хочу продолжить учиться на магистратуре. Либо музыка, либо креативный создатель таких творческих идей. Или же в психологию уйду, или же останусь на своей профессии туризмолога. Только что ехали, обсуждали, столько возможностей с моей профессией открывается, у меня просто просто все раскрыто. Сиди и выбирай. Пока еще, прикиньте, не отбила желание коннектить с людьми, помогать им. Наша задача угождать гостям. Я иногда представляю гостей как маленьких детей, которые гуляют по отелю, и за ними нужно подтирать. Памперс давай, это делай. Ой, мой гость заболел, ой, мой гость там обкакался, ой, мой гость там мужа потерял, надо найти. Но уже через месяц я точно решу. Пока так. Мой характер. Он никакой. В детстве мне говорили, что я какая-то ни рыба, ни мясо, не поймешь меня. А с возрастом-то ничего не изменилось. Я могу быть эгоисткой, невоспитанной, неответственной, некомфортной. Нету каких-то стандартов, шаблонов. Например, я стрелец, я достигатор, я жизнерадостная и блюю радугой. Пару интересных и неожиданных фактов обо мне. Я уважаю людей. В детстве я плакала и хотела всегда волшебную палочку, которую мне обещали, не купили, но жизнь мне, можно сказать, дала эту волшебную палочку. Я спрашивала часто, я что, такой же стану? Взрослые такие скучные, серьезные, такие... Повзрослев, я узнала, почему люди себя так ведут, и не стала такой. Не люблю пересматривать фотографии, видео, которые я сделала, потому что я могу передумать потом, не выкладывать ничего, удалить. Потом, когда монтирую 1500 миллионов раз, пересматриваю, мне этого так хватает. Искренне, честно, не понимаю, почему люди не читают книги. Возможность пожить много жизней, будучи, 20-летним. Вы там входите в головы разных людей. Я хотела, побывала в 18 веке. Захотели, стали 70-летним, и вы уже видите, какие мысли там у людей перед смертью. Я стараюсь не смотреть, когда прохожу на улице, в общественных местах, на лица парней. Не спрашивайте, почему. Неправильно поставленная песня может высосать просто мгновенно мою энергию. Если под мой внутренний мир не подходит, то все, считайте, весь день потом я буду такая ходить. Ненавижу, когда говорят: дорогая моя,
Ненавижу. Вот сейчас сказала, потом все начнут говорить, вот увидите. Если не намечается какая-то съемка, пикник или мероприятие, то я вообще не смотрю прогноз погоды. Я не трогаю свои книги без обложки. Боюсь тормоза машин и люблю кушать вот вилкой. Я вилкой все кушаю, даже суп вилкой, прикиньте. Не люблю, когда мусолят одно и то же, Почему бы не начать уважать время другого человека? Четко, быстро, по делу. По телефону будете мямлить, я выключу. Или еще лучше, человек видит, мне неинтересно, что он говорит, он продолжает. Листьев, помидора, сыра, оливок. Именно это сочетание я прям себя чувствую как в ресторане, высшее общество. Я люблю орехи, сухофрукты и морковку грызть. По моим сторисам, и не только все знакомые мои знают, я все записываю в блокнот, я утопаю в этих блокнотах, может, поэтому я и не запоминаю имена людей, не люблю ничего держать в голове. Что-то надо сделать, сразу записала, и не париться, еще не думать. Мои страхи у меня тоже есть, я боюсь оказаться там в Марианском желобе, и космоса боюсь, улететь туда. Во сне у меня часто такое бывает. Я доверяю всем одинаково. Если ко мне подойдут знакомиться, я познакомлюсь. Уважаю смелых и открытых к жизни. Что там бояться? Время утекает. Просто подойди и сделай это. Слушаем внимательно, записываем. Такой контент больше не повторится. Меня привлекают мужчины с грустными глазами, харизматичные заводилы, знающие и себе, и жизни цену. Пока так. Ненавижу водолазки. Открытая шея — это one love. Я плачу вот каждый раз, когда включаю песню Сансары. Перед сном очень много мыслей, сложно заснуть, поэтому я всегда включаю разговорные видео. На фоне кто-то должен у меня бубнить, чтобы я заснула. Не люблю капли в унитазе. Когда мою посуду, вот прям раздражаюсь, стекает вот до локтя вода. И в детстве вот я ненавидела, когда вот ложкой берут, остаток еды по лицу всему собирают и суют в рот. Вообще. Не даю и не беру в долг, ну такой принцип у меня. При знакомстве мне нужно буквально 5 минут, и я уже пойму, какие у человека страхи. По жестам, по поведению. Будьте прям аккуратнее, потому что этим могут пользоваться другие. Как и все, я не люблю, когда мной манипулируют. Скажите прямо, попросите, я скорее всего соглашусь сделать это. Но если вы начнете вот это дергать за ниточки, я принципиально это делать не буду. Меня тянет к природе. Что бы я там ни делала, монтаж, бег, спорт, сон, макияж. То есть я стараюсь на улицу выходить, с рюкзаком прям выхожу, читаю книжки. Это меня расслабляет. Мне такое нравится. Я вот меняюсь в силу своего возраста, но я буду здесь с вами. Предлагаю проходить вот эти жизненные этапы вместе, как одна большая дружная семья. Ну что, добро пожаловать в мир, где я показываю все вокруг себя своими глазами.